В Ингушетию начали поступать обновленные банкноты номиналом 5000 рублей. Модернизированную банкноту Банк России представил в октябре 2023 года. Теперь в наличном денежном обращении находятся 3 разновидности пятитысячных купюр. Образца 1997 года, ее модификация 2010 года и новая банкнота 2023 года. У них одинаковый размер и схожая цветовая палитра. Эксперты Банка России напоминают жителям республики всегда проверять деньги, особенно крупных номиналов. Основная часть защитных знаков расположена на лицевой стороне купюры. Наиболее часто проверяемые признаки подлинности – это водяной знак, защитная нить и повышенный рельеф. Милана Албакова получила степень доктора наук в университете Глостершира. В 1995 году она с красным дипломом окончила Московский государственный педагогический университет. Далее получила степень магистра гуманитарных наук в университете Глостершира и степень магистра педагогического образования в Бристольском университете. 22 ноября защитила докторскую диссертацию в университете Глостершира. Милана Албакова преподает в Глостерширском колледже иностранные языки. В Ингушетии проходит Лига театральных конкурсов «Сокровища нации», которая реализуется в рамках программы комплексного развития молодежи «Регион для молодых». Проект направлен на поддержку творческих инициатив среди юных талантов и воспитание культурных ценностей у молодежи. В соревнованиях примут участие 10 команд из различных учебных заведений. Команды, занявшие первое, второе и третье места, получат 50, 30 и 20 тысяч соответственно. В 2025 году медицинские работники продолжат получать специальные выплаты за выявленные онкологические заболевания. Медработники получают такие доплаты за помощь в диагностировании болезни на ранней стадии, в частности, при направлении пациента на консультацию к врачу-специалисту и диагностическое исследование в ходе или по итогам проведения диспансеризации или профилактического медосмотра. При подтверждении предварительного диагноза за каждый такой случай медицинской организации из территориального фонда УМС направляется дополнительное финансирование, а организация выплачивает деньги медицинскому работнику. В Госдуму внесен законопроект, который оградит покупателей от навязывания покупки дополнительных товаров и услуг. В частности, инициатива запрещает навязывание потребителю дополнительных товаров или услуг за отдельную плату до заключения основного договора, а также не допускается проставление продавцом автоматических отметок о согласии потребителя на приобретение дополнительных товаров, работ или услуг. Депутаты намерены внести в Госдуму законопроект, который запретит судебным приставам арестовывать автомобили и недвижимость граждан и организаций, если сумма долга не превышает 100 тысяч рублей. В документе предлагается внести поправки в закон об исполнительном производстве, добавив новые пункты в статью о мерах принудительного исполнения. В частности, предлагается установить, что меры, применяемые судебными приставами, должны быть адекватными и соразмерными. Порог задолженности в 100 тысяч рублей должен стать условием для применения ограничительных мер к транспортным средствам и недвижимости. Однако это ограничение не будет касаться долгов по алиментам или обязательствам, возникшим из-за причинения вреда здоровью. Минфин разработал поправки в бюджетный кодекс, перераспределяющие в пользу федерального бюджета доходы от штрафов за нарушение правил дорожного движения. Сейчас, согласно статье 46 бюджетного кодекса, сумма административных штрафов за нарушение ПДД и правил эксплуатации транспортного средства подлежат зачислению в бюджет региона, в котором было вынесено решение о штрафе по нормативу 100%. Минфин предлагает установить распределение в такой пропорции: 75% зачислять в региональный бюджет, а 25% в федеральный.